Добрый вечер. В эфире телеканала сети «Эрештон». Программа «В итоге». Расскажем обо всем, что произошло в республике за неделю. В студии Вячеслав Музаев. И в начале выпуска коротко о главном. Мы делимся опытом, и для меня это самое главное. Мастер-классы и лекции от известных журналистов страны, тематические беседы с военными корреспондентами, а еще книжная выставка и конкурс. Во Владикавказе прошел форум «Про Кавказ». Мы в график уложимся, еще раз повторюсь, если погодные условия позволят. Во Владикавказе продолжается реконструкция водной станции. Сейчас рабочие занимаются подпорными стенами и основанием. На объекте побывал глава городской администрации Вячеслав Мильзахов. Это носитель осетинской национальной музыки. Произведения североосетинских композиторов и песни, любимые поколениями. Национальный государственный оркестр народных инструментов имени Булата Газданова отметил юбилей на сцене Осетинского театра. Прокуратура Северной Осетии проводит проверку по факту падения ребенка в шахту лифта. Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме на проспекте Даватора. 7-летняя девочка при попытке выбраться из кабины, которая застряла между 6-м и 7-м этажом, упала в шахту и от полученных телесных повреждений скончалась. Прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифта в доме. Возбуждено уголовное дело. Сергей Миняйло посетил технопарк Фарм ДВС. Предприятие занимается изготовлением материалов и изделий с использованием технологии термопереводной печати. Там выпускают багеты, кухонные фартуки и лотки, дизайн-панели, пленки, этикетки и многое другое. С помощью современного оборудования и технологий цикл производства на предприятии включает все стадии изготовления. Глава ознакомился с продукцией и обсудил с руководством планы по развитию. Он отметил, у технопарка есть все шансы внедрять и продвигать инновационные технологии не только на территории республики, но и далеко за ее пределами. А в условиях взятого курса на импортозамещение наращивать темпы и объемы продукции. В Северную Осетию на этой неделе с рабочим визитом прибыл полпред президента ВСКФО Юрий Чайка. Вместе с главой региона Сергеем Миняйло он посетил завод «Победит». Предприятие многопрофильное и входит в перечень компаний оборонно-промышленного комплекса. Это единственный завод-производитель стратегически значимых тугоплавких металлов, вольфрама, молибдема, рения и сплавов на их основе, в том числе специальных. «Победит» активно развивает свою производственную базу, наращивает объемы поставок продукции. После Юрий Чайка и Сергей Миняйло обсудили вопросы текущей ситуации на предприятиях ОПК уже в Доме правительства. Там полпред отметил, что предприятия нашей республики столкнулись с серьезными проблемами из-за санкций. Это, в свою очередь, вызвало системные проблемы. А именно, недостаточная загрузка производственных мощностей в течение 10 лет, значительный износ технологического оборудования, ограничен внутренний рынок сбыта. При этом, если сравнивать с прошлым годом, то ситуация с объемом заказов за этот же период в республике улучшилась. Создана и функционирует рабочая группа, которая обеспечит координацию деятельности органов государственной власти по вопросам оборонно-промышленного комплекса на территории округа. Кроме того, Минпромторги России в круглосуточном режиме действуют оперативные штабы по обеспечению потребностей предприятий ОПК, с которыми выстроено конструктивное взаимодействие. Коллеги, я уверен, что совместными усилиями мы справимся с всеми трудностями и новыми вызовами, которые формирует международная обстановка. Но для этого от каждого из вас требуется максимальная вовлеченность в решение вопросов, от которых без привлечения зависит будущее нашей страны. На встречу Сергей Миняйло отметил, что в сводный реестр ОПК входят 13 организаций в Северной Осетии, в их числе предприятия радиоэлектронной, легкой промышленности и металлургии. Прямых гособоронзаказов такие организации не имеют. Они работают по межзаводской кооперации с головными исполнителями. У нас законченную продукцию предприятия ОПК республики, что в советское время, что сейчас, не выпускали. Они были всегда соисполнителями. При этом хочу отметить, что в ряде организаций электронной промышленности, включенных в сводный реестр ОПК, сохраняются существенные проблемы финансово-экономического характера. В условиях СВО ситуация с объемом заказов увеличилась или улучшилась.
Увеличение произошло в среднем в 2-3 раза выпуска продукции. Это еще не предел. Однако наличие кредиторской задолженности, аресты имущества и счетов имущества по-прежнему негативно сказываются на исполнении гособоронзаказа. Хотя рисков срыва и срыва гособоронзаказа у нас нет. В республике прошел открытый этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы-2023». Испытания на базе Северокавказского аграрно-технологического колледжа. Всего 5 компетенций. Площадки чемпионата посетил и Сергей Миняйло. Лидия Цахилова продолжит. Вот уже несколько часов длятся испытания в мастерской компетенции «Кирпичная кладка». Это ребята второго потока, а всего их 5. Только в данной компетенции участники из 43 регионов страны. Все стараются выполнить конкурсное задание, которое, кстати, с национальным колоритом. Выполнение модуля, то есть такой единой конструкции, которая связана у нас с колоритом Северной Осетии Алании, построение башен, колонн, обязательно декоративная надпись РСО «Республика Северная Осетия», то есть мы это предусмотрели в своем конкурсном задании. Оно рассчитано у нас на 12 часов, то есть ребята работают, конкурсанты работают в первый день 6 часов и во второй день 6 часов. В чемпионате участвуют как юниоры, так и участники основной возрастной категории. Сармат Дулаев готовился около 3 месяцев. Все это время приезжал в колледж из Верхнего Феогдона. Как результат, почетное 2-е место на региональном этапе. Когда здесь тренировался, меня очень многому научили. Научили правильно читать чертеж, как правильно класть кирпич, то есть научили пользоваться инструментом. На открытом этапе чемпионата еще 4 компетенции – сетифермерство, плотницкое и печное дело, выпечка осетинских пирогов. Всего аграрно-технологический колледж принял более 100 участников из 51 региона страны. Соревнования называются отборочными, но по факту для них проходит сейчас финал. То есть уже на этом этапе для них закончатся соревнования. То есть они станут финалистами, победителями России. Те, кто займут призовые места, они станут победителями России по своим компетенциям. Всего в соревнованиях принимают участие 115 конкурсантов из разных регионов России. Плюс вне конкурса в нашем чемпионате участвуют представители Донецкой республики. На площадках чемпионата побывал и Сергей Миняйло. Глава республики понаблюдал, как участники готовятся к испытаниям. Ему рассказали о конкурсных заданиях и показали оборудование, на котором будут работать конкурсанты. Ребята, они готовят свое оборудование, проверяют рабочие места. Совершенствование мастерства и пропаганда рабочих специальностей, причем со школьной скамьи. Глава республики отметил, участие школьников в открытом этапе дает большие преимущества им в будущем, а также работодателям. Самое главное – это профориентация и получение соответствующей квалификации, начиная от рабочих специальностей, заканчивая инженерными. Это нормальное явление. И вот эта ступенька, которая была в свое время последовательно, то есть человек мог получить высшее образование, там, техническое и любое, сразу после школы, а мог получить по этапу, да? Поучившись в техникуме и потом пойти получить высшее образование. Это нормальное явление. У нас есть строительные компании, у нас есть производственные компании, которым нужны соответствующие специалисты, хоть и ограниченного количества, но хорошие специалисты. Если здесь себя хорошо показал, у него есть шансы отработать, найти себе работу. О том, как представителям бизнес-сообщества и опорных предприятий взаимодействовать с СУЗами и тем самым оперативно найти нужных специалистов, говорили на заседании круглого стола. Участие приняли руководители образовательных учреждений и профильного министерства. Чемпионат профессионалы всероссийский и дает ребятам бесценный опыт и работу. Лидия Цахилова, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». Выпускные экзамены позади, а вот приемная кампания в Северной Осетии в самом разгаре. Управление, дизайн и активно набирающий популярность туризм. Все так же востребованы и рабочие профессии в учреждениях среднего профессионального образования. Какие новые и необычные направления готовы предложить абитуриентам в этом году, узнавали мои коллеги. Приемная кампания в самом разгаре. В коридоре около 10 человек ожидают своей очереди. Ребята будут поступать в Северокавказский строительный техникум. Подавать документы пришла и Зарина Гуцаева. Отучившись 9 лет в первой школе селения Ноккау, девушка решила связать свою жизнь с юриспруденцией. Выбрала специальность правоохранительная деятельность. Мне придется еще сдавать нормативы ГТО и все.
Ну, буду дома самостоятельно тренироваться. А специальность эту выбрала, потому что мне давно нравится эта сфера, и поэтому выбрала правоохранительную деятельность. Помимо этой специальности, строительный техникум предлагает еще несколько. Уже подали заявки около 100 абитуриентов. Поступают также из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Вступительных испытаний нет, кроме творческих специальностей. Главное – средний балл в аттестате. Чем он выше, тем больше вероятность поступить на бюджет. Специальности у нас строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техническое обслуживание, ремонт агрегатов систем автомобилей, юридически правоохранительная деятельность, архитектура, дизайн. С этого года мы начали принимать дизайнеров по отраслям и управленца ЖКХ. На все эти специальности мы принимаем абитуриентов на базе 9 классов. Хоть заявок достаточно на все специальности, говорят в приемной комиссии, все же строительные пользуются большей популярностью. К слову, в техникуме для обучения оборудованы современные мастерские по кирпичной кладке, штукатурным работам и не только. Ольга Дзагоева учится на архитектуре, перешла на 3-й курс. Уже в этом учебном году практику будет осваивать в современной мастерской. То, что мы прошли теоретически на 1-м и на 2-м курсе, мы будем это проходить практически на 3-м курсе на компьютерах. То есть мы будем проектировать здания и сооружения в цифровом формате. Я всем советую поступать в этот техникум, потому что здесь очень профессиональный коллектив, и вы в будущем получите не только профессию, но и работу. Составить экскурсионные туры и другие туристические продукты, либо провести практические занятия по гостеприимству. Уже в сентябре в мастерских международного стандарта будут обучаться и студенты Северо-Осетинского торгово-экономического колледжа. А в кабинете приемной комиссии нет свободных мест. Подавать документы приходят до 40 абитуриентов в день. Специальности у нас в этом году, конечно, и появились новые, такие как, например, технология продуктов питания животного происхождения. Оказалось, что очень востребована. Это новая специальность, которую мы ввели, и уже поступила, подали заявление на эту специальность многие. Кроме того, у нас появилась новая специальность операционная деятельность в логистике. Традиционно бьют рекорды специальности поварское и кондитерское дело, а также туризм и гостеприимство. В этом году колледж сможет принять около 300 человек. Приемная кампания продлится до 15 августа. Лидия Цехилова, Диана Каболотин. Специально для программы «В итоге». Обмен опытом, мастер-классы и новые знакомства. На неделе во Владикавказе прошел международный медиафорум «Про Кавказ». Среди гостей известные блогеры, журналисты и телеведущие. На образовательной площадке работало множество секций и подразделений для каждой ниши медиапространства. Также в рамках форума прошел конкурс журналистского мастерства. В нем принимала участие и наша телекомпания. Обо всем по порядку в материале Сабины Гатаговой. Этот международный медиафорум «Про Кавказ» второй по счету. Темы фейки и как с ними бороться. Участники из разных регионов. Приехала делегация из Беларуси, Армении, Южной Осетии. Главные спикеры – известные российские журналисты. Среди них Евгений Попов. Телеведущий говорил о том, как выросла аудитория. Западу уже сложнее дурачить людей. Есть механизмы для того, чтобы этого не допустить. Информационные механизмы. Но нам все равно надо двигаться вперед и повышать уровень медиаграмотности. Хотя, в принципе, еще раз подчеркну, что наши люди вполне с этим справляются и научились отделять то, что действительно является информацией от вбросов и намеренных провокаций. Осмотр литературной выставки СКФО открывает форум гостям, для кого Кавказ еще недавно ощущался как самый далекий южный регион страны. Свыше 500 участников, и это не считая спикеров и модераторов лекций. Их в этом году, кстати, тоже намного больше. Обмен знаниями и навыками на одной платформе. Именно топовых кавказских блогеров на форуме было так много. Взрослые люди, которые могут где-то помочь, где могу помочь я. Поэтому мы делимся опытом. И для меня это самое главное. Делиться опытом, взамен получать. Это самое кайфовое. Поэтому, наверное, да, самое крутое. Ну и кайфануть Владикавказе.
Самое крутое. Горы, равнины, это же вообще просто кайфую от этого. Пленарное заседание, информационная среда в условиях противостояния, факты против фейков. Самая важная и финальная часть программы первого дня. Тем обсуждали так много, что некоторые из них пришлось оставить на второй день. День второй. Программа не менее насыщенная и плодотворная. Одна лекция за другой. Спикеры федерального уровня ведут предметный разговор по конкретным направлениям. Сейчас это особо актуальная тема – социальные сети, их новая реальность и тренды. Так ProKavkaz стал не просто масштабным, а новой точкой для роста регионалов. Секреты публичных выступлений раскрывает руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев. А Татьяна Маркина, руководитель региональных проектов ВКонтакте, рассказала о работе мессенджера сегодня и поделилась советами по продвижению уникального отечественного медиапродукта. Участники уже начинают пользоваться важными советами специалистов. Все мы знаем, что сейчас ВКонтакте стремительно набирает обороты, и учиться необходимо работать именно так, как требует того соцсеть, чтобы дальше продвигаться и набирать хороший охват, и набирать аудиторию, которую мы потеряли после закрытия соцсетей. А сможет ли искусственный интеллект заменить журналиста на ведущих региональных каналах? Эту тему подробно осветил генеральный директор телеканала «Свое ТВ» Ставрополя Алексей Попченя. Именно они первыми запустили прогноз погоды от нейросети. Если это внесено уже в производство, мы используем постоянно. У нас нейросеть чистит звук, она прекрасно умеет восстанавливать слова, если в браке пришло. Она чистит видео. Ведущий у нас, который нейросетью сгенерирован. Сейчас мы запускаем новую программу, мы уже сами, мы объявили конкурс, выиграл мальчик, и мы его оцифровали, и все, теперь будет вести виртуальный его аватар. То есть мы это используем уже хорошо и далеко идем вперед. Российский журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич и специальный корреспондент батальонов «Шторм Осетия» и Аланя Георгий Мамсуров участвовали в дискуссии в формате живого диалога с коллегами, представителями медиасообщества. Спикеры рассказали о том, как они видят информационные войны на передовой, поделились нюансами своей работы в условиях СВО. Люди относятся очень с большой симпатией, когда видят осетинский флаг, потому что они реально знают и видят и ощущают ту помощь, которая оказывается. И вот сейчас, отдавая уже слово Ксанте, я скажу, что и ладно, что Запорожская область, но я очень много там Херсонской занимаюсь, и у меня и там есть друзья. На форуме удалось и наладить сотрудничество с другими СМИ. В частности, Приморский край обсудили методы и возможности, какие есть точки соприкосновения между Владикавказом и Владивостоком. Конечно, в большей степени нас интересуют региональные медиа, не федеральные, даже не муниципальные, а именно региональные. Для этого, конечно, нужно смотреть, какие они у вас, какие они у нас, чем представлены. То есть помимо газет, например, у нас печатной прессы не так много, например, как у вас. Но у нас есть телеканалы свои, информагентств очень много разных, они разноплановые, на разную тематику. Поэтому будем смотреть. В рамках форума также прошел конкурс журналистского мастерства «Идея ПРО». В нем представили 8 номинаций, спецноминацию «Идея про защитников Отечества». Вчера, сегодня, всегда. Гран-при конкурса достался нашей телекомпании. Награду получила Инна Макиева за журнал «Северный Кавказ». Это мероприятие прошло, можно сказать, на одном дыхании. Хороший диалог, общение, встреча с друзьями. И, конечно, самое главное – обмен опытом, который у вас есть. Я хочу поблагодарить еще раз организаторов этого мероприятия, яркого мероприятия, которое прошло на территории нашей республики. Поблагодарить волонтеров, поблагодарить спонсоров. Спасибо вам большое за поддержку. И, конечно, ждем вас в следующем году у нас в республике. И надеемся, что если у нас были недоработки, мы их все учтем и сделаем еще намного ярче, прекраснее и добрее. Ждем вас. Спасибо вам большое всем. Медиафорум ProKavkaz организован по инициативе главы республики Сергея Миняйла. Важнейшая задача форума – адаптация медиа к современным форматам, создать условия для профессионального роста специалистов. С этой целью справились отлично. Об этом говорят яркие эмоции, множество благодарностей. Международный форум ProKavkaz 2023 объявлен закрытым. Сабина Гатагова, Алина Цгоева, Артур Дудаев, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге».
Контролировать условия в социально значимых объектах. Теймур Астускаев провел очередное выездное совещание в Кировском районе. Председатель парламента посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Ильхотово, детский сад в Карджине и еще 2 локации в селении Ставдурт. О результатах мониторинга наш следующий материал. Физкультурно-оздоровительный комплекс в селении Ильхотово был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Здесь современные, полностью оборудованные спортзалы. В этом, например, можно заниматься волейболом, баскетболом и художественной гимнастикой. Регулярно проводят сборы и соревнования различных уровней. А еще в здании тренажерный зал, залы для единоборств и спортивной борьбы. Теймур Астускаев поинтересовался оснащенностью и тем, как проходят тренировки ребят. Они по программам, да, инструктор сам дает программы, тренажеры, все это уже было предусмотрено. Ну, какие-то докупали, спасибо, конечно, администрации района помогают в плане спорта, очень помогают и с выездами, вот инвентарь тоже помогли закупить. В этом году детский сад «Родничок» селения Карджин выпустил 6 воспитанников. Сейчас в дошкольном учреждении младшие и средняя группы, всего 25 малышей. Детский сад новый был открыт в прошлом году. Теймур Астускаев созданными условиями остался доволен. Для каждой группы у нас есть своя индивидуальная площадка, она покрытая специальным покрытием, чтобы детки, если они вдруг упали, что-то, чтобы не поранились. Еще есть у нас отдельная игровая площадка с игровым комплексом. А в Карджинской школе год назад завершился капитальный ремонт. Председатель парламента поинтересовался, как школьники сдали ЕГЭ. По словам директора, большинство ребят выбрали обществознание. Например, физику сдавал 1 человек. Что делать с этим, чтобы все-таки ориентировать детей на то, чтобы они, естественно, научные дисциплины изучали и по ним сдавали ЕГЭ, чтобы они могли поступить в технические вузы. На протяжении долгого времени проводим и предпрофильную подготовку, и профильное обучение у нас в этом году уже выбрали, кстати, физико-математическое направление. В этом году проводят ремонт еще в 2 школах – в Комсомольском и Змейской. В целом о социально-экономическом развитии Кировского района говорили на заседании Совета парламента. Реализация нацпроектов в районе на должном уровне. Обсудили такую интересную тему, как исполнение и федерального, и республиканского законодательства. Обсудили развитие рыбоводческой отрасли и ряд интересных федеральных законодательных инициатив. Мы услышали о том, что социально-экономическое развитие района имеет положительную динамику, растут отдельные отрасли экономики, наблюдаем улучшение в социальной сфере. Идет реконструкция водопроводных сетей в Змейском, в Ильхотово. Они в этом году будут со 100% уверенностью завершены и сданы. Начнем буквально на днях реконструкцию водопроводных сетей в Карджине здесь и в Комсомольском. Выездные заседания Совета парламента проводятся регулярно. Увидеть результаты на местах и узнать о проблемах, которые волнуют население. Такой формат доказал свою эффективность. Лидия Цахилова, Алина Меликова. Специально для программы «В итоге». Сейчас небольшая реклама, после продолжим выпуск. Мы продолжаем выпуск. Водная станция готова на 50%. Объект в очередной раз осмотрел глава администрации города Вячеслав Мильзахов. На мониторинге особое внимание уделил темпам строительства. Отставание от графика связано с погодными условиями. Из-за дождей в мае и июне бригады не могли в полном объеме приступить к работам. Теперь это будут делать в усиленном режиме. Большое количество людей не даст нам того рабочего эффекта, который мы достигли на сегодняшний день. Поэтому необходимости у нас нет. То есть мы в график уложимся, еще раз повторюсь, если погодные условия позволят, мы наверстаем упущенное. Отстает реконструкция на месяц, но на сегодня объем работ проделан огромный. Уложено около 15 тысяч квадратных метров брусчатки. Рабочие сейчас занимаются подпорными стенами, основанием и вводной частью. До конца текущего сезона будут завершены работы в рамках контракта. Сейчас мы еще прорабатываем дополнительно вопрос о выделении денежных средств для устройства здесь спортивного ядра. Думаю, что этот вопрос, если нам удастся разрешить, то работы по устройству спортивного ядра будут выполнены уже в следующем году.
Поликлинику в Правобережном районе построили в 1989 году и с тех пор здание ни разу капитально не ремонтировали. В марте этого года началась масштабная реконструкция, но несмотря на это врачи продолжают принимать пациентов. Как идут работы и какие сложности возникают в процессе, выясняла наша съемочная группа. Шум от перфоратора здесь не утихает. Работы много. Предстоит демонтировать стяжку на всех этажах, а также перегородки, лестничные пролеты и технический этаж. На его месте установят шатровую кровлю. На участке работают 26 человек. Реконструкция поликлиники Правобережной клинической больницы – это пока первый этап. Объект 1989 года постройки и ни разу не ремонтировался капитально. Демонтируют и вот эти старые лифты. Взамен установят новые, а также дополнительно появится и грузовой лифт. Строительство отдельной шахты предусмотрено. А это второй этап строительства административного корпуса поликлиники. По проекту будет 3 наземных этажа и 1 подземный. Пока что заложили фундамент. Во время строительства столкнулись с техническими сложностями, но сейчас работы идут по графику. Мы сейчас ведем нулевой цикл, фундамент, подушки. Мы в сроки укладываемся на сегодняшний день. Были резервуары со времен СССР, они были очень крепкие, мучились долго, но добились результата. За счет гидромолотов все мы разбили. В ближайшее время установят опалубку, после приступят к сборке каркаса и заливке бетоном. Масштабные работы начались в марте этого года. Амбулатория пока во 2-м лечебном корпусе Правобережной больницы. В смену принимают до 600 человек. Никаких неудобств для пациентов нет. И ни в лекарственном обеспечении, ни в какой-то лечебный процесс у нас не пострадал во время переезда. Все отделения функционируют в обычном режиме. Все врачи работают, и флюорограф, и маммограф, рентген, все у нас сохранено. Реконструкция проходит по госпрограмме развития здравоохранения. Завершат работы в декабре следующего года. В медучреждении будут детская и взрослая поликлиники, а также стоматология. Обновят и медоборудование. Появятся КТ, рентгенаппараты. Принимать будут до 600 человек в смену. Лидия Захилова, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». Преобразится и набережная Беслана. Там продолжают благоустраивать новую парковую зону. Территория 22 гектара. Будет пруд, детские игровые и спортивные площадки, скейт-парк, фонтаны, пешеходные тропинки и велосипедные дорожки. Ежедневно на объекте работает около 20 единиц техники. На реализацию проекта выделено 360 миллионов рублей из резервного фонда президента. Сдать объект планируют в конце 2024 года. Параллельно с этим идет корректировка проекта, потому что проект был выполнен несколько лет назад. В связи с этим поменялись сейчас за это время какие-то нормы, какие-то пожелания появились у района, у жителей Правобережного района, у жителей города Беслан. То есть они сейчас учитываются, вносятся изменения в проект. На сегодняшний день мы уже нарезали все дорожки, почти 90% выполнено твердое основание покрытия. Брусчатка у нас уже заказана, она ждет уже своей очереди. Приступим скоро уже к его укладке, к поребрику. Также приступим к брусчатке, к укладке. Также заказаны все материалы касаемо освещения, все санузлы, брусчатку, как я уже до этого повторял, гранитное покрытие, которое под пешеходной зоной идет, она у нас тоже закуплена, складирована. Все остальные моменты, которые есть, у нас остаются недозаказанными: скамейки, фонтан и амфитеатр, потому что они поддаются сейчас корректировке. Мы не знаем, какие они будут, и как нам представят документы, мы обязательно это тоже дозакажем. С 2007 года Горский ГАУ исследует современные генетические технологии. Со временем университет развивается и предоставляет студентам новые возможности, которые в будущем помогут им стать настоящими профессионалами своего дела. А недавно обучение вышло на новый уровень, и теперь практиковаться амбициозные ребята смогут на новейшем оборудовании. Все подробности в материале Залины Калмановой. Это нанофор 0,5, генетический анализатор. Он нам нужен для того, чтобы проводить секвенирование. Что такое секвенирование? Это определение последовательности нуклеиновых кислот. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы идентифицировать гены. А еще вывести новые сорта растений, усовершенствовать старые, получить генетический паспорт. Нанофор 0,5 открывает немало возможностей. Уникальный, первый в республике генетический анализатор. Идентифицировать гены животного, растений и даже человека. Задачи, с которыми он легко справляется. Также свести к минимуму на рынке семян фальсификатов и оптимизировать селекционный процесс.
То есть с помощью генетических технологий мы можем на несколько лет сократить процесс селекции. Получить генетический паспорт задача не из простых. Состоит из нескольких этапов. Нужна определенная концентрация ДНК, а это еще 4 часа работы. За результатом стоит долгий труд целой команды опытных специалистов. Такая возможность появилась в Горском ГАУ. Здесь открылась лаборатория современных генетических технологий. Подобные научные исследования ВУЗ ведет с 2007 года. Решение межведомственной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 мая 2021 года Горский ГАУ был определен одним из победителей конкурса по созданию и развитию селекционно-семеноводческих центров, который на текущий момент продолжает развиваться. Высококачественные приборы требуют такого же высококлассного обслуживания, поэтому тут работают настоящие профессионалы своего дела. Кроме того, это возможность подготавливать квалифицированных специалистов. Студенты вуза смогут развиваться в этой сфере, получать новые навыки, знания, проводить дополнительные исследования. В нашем вузе для студентов, то есть эта лаборатория дает большие преимущества, допустим, проводить какие-то генетические исследования. Я уже повторюсь еще раз, то есть мы можем выделять ДНК микроорганизмов. В дальнейшем, пока мы только работаем с картофелем, в этой области специализируемся, но планируется расширение нашей деятельности. Самая большая проблема – создание качественных семян. А новая лаборатория не только решит ее, но и защитит авторские права селекционеров. Залина Калманова, Хетак Гапоев. Новости Осетии. Как защитить свой уникальный продукт и не стать жертвой плагиата? В этом гражданам республики теперь поможет товарный знак. С 29 июня его могут зарегистрировать самозанятые и физические лица. Достаточно просто подать заявление в центре «Мой бизнес». Специалисты оформят нужные документы без бумажной волокиты. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Алина Цгоева. До этого мы были игрушкой, теперь деталей нету, надо запускать производство, и мы как оплот последний. То, что больше не купишь за рубежом, Сергей в своей личной мастерской может напечатать на 3D-принтерах. Он создает все, что душе угодно уже больше 6 лет. На этом этапе, говорит, как любому бизнесмену, конечно, хочется, чтобы продукт узнавали на рынке. Вот для чего именно товарный знак ему и нужен. Товарный знак, вообще он хорош для изделий, которые имеют определенную, как сказать, репутацию. То есть, чтобы знак определял качество. В 3D-печати это очень сложно реализовать, но тем не менее товарный знак, скорее всего, нужен. Нужен и для кукол Лины ручная работа от и до. И тоже своя мастерская, дело развивается каждый день. А ведь начиналось все с простой идеи. Искала стиль, вложила силы и время, а потом увидела свои работы на чужой страничке в интернете. Так и поняла, собственность ей по-другому не защитить и не стать еще лучше. Понимаю, что вот дальше, чтобы идти в ногу со временем, так грубо говоря, да, мне нужен этот знак, товарный знак, потому что я могу выйти на другие какие-то более серьезные маркетплейсы на этом этапе, пока я не могу это сделать, поэтому решилась. Товарный знак самозанятые и физические лица теперь могут регистрировать с 29 июня. Он повышает узнаваемость на рынке и расширяет бизнес с помощью продажи франшизы. Процедура, как рассказывают в центре «Мой бизнес», простейшая. Мы можем вам помочь с этим в рамках федерального проекта «Поддержка самозанятых». То есть для этого вам нужно будет заполнить заявку. Соответственно, в чем будет заключаться наша поддержка? Мы полностью будем оплачивать весь процесс услуги по регистрации товарного знака. То есть это и заявки в Роспатент, и госпошлины, и все остальное. Товарный знак – это нематериальный бизнес-актив. Права на него можно продать, передать по наследству, а главное, он защищает от плагиата уникальный продукт. А это крайне актуально, учитывая, что в регионе сейчас свыше 32 тысяч самозанятых. Фактически можно маркировать свои товары, имея законную монополию на свое обозначение. На сегодняшний день, в принципе, большое количество товарных позиций предлагается на рынке. То есть рынок достаточно насыщен по своей номенклатуре и количеству товаров. И для того, чтобы потребитель мог запомнить конкретного производителя и находить его на полках магазинов, на витринах маркетплейсов, товарные знаки – это являются неотъемлемой частью ведения современной предпринимательской деятельности. Поэтому регистрация товарного знака и уравнивание самозанятых в правах с индивидуальными предпринимателями повышает их конкурентоспособность и выводит их товары на новый уровень узнаваемости. Правило новое, но как будет проходить процедура на практике, эксперты говорят, станет ясно ближе к осени. Сейчас законы и его преимущества изучают сами предприниматели, собирают документы и проходят консультации в бизнес-инкубаторах. Но в любом случае специалисты обещают, бумажной волокиты при регистрации не будет.
Алина Цгоева, Хета Гапоев, Мария Кутаева. Новости Осетии. 80 лет отметил Национальный государственный оркестр народных инструментов имени Булата Газданова. За большой вклад в развитие североосетинской культуры почетными грамотами артистов наградил Таймураз Тускаев. Председатель парламента Северной Осетии отметил, Булат Газданов – несомненный лидер. Он не просто искренне служит зрителю всем сердцем, но и дает шанс многим юным дарованиям. На сцене Осетинского театра вспомнили гениальные произведения наших североосетинских композиторов, песни, любимые поколениями в исполнении лучших голосов республики. Национальный оркестр народных инструментов внес огромный вклад в сохранение и в развитие нашей, безусловно, великой культуры. Благодаря вам осетинскую народную культуру знают далеко за пределами нашей республики. Большой концерт, в котором принимают участие ведущие артисты, солисты, такие как Жанна Габуева, Светлана Габуева, Эдуард Дауров, Собиев Станислав. И приехали наши ребята, которых любят очень в Осетии, которые работают в Москве. Это Замбулат Дулаев и Шота Чибиров. Это очень коллектив старый, очень известный в республике, любимый народом, потому что это носитель осетинской национальной музыки. Хрустальная Турандот во Владикавказе. Вахтанговскому коллективу торжественно вручили статуэтку. По достоинству оценили колоссальный труд, который был вложен в реставрацию здания. Напомним, в рамках проекта «Вахтангов. Путь домой» был восстановлен дом великого режиссера. Специальный приз в республику привез директор театра Кирилл Крок. Он передал ее на хранение музею. Статуэтка займет свое законное место в исторической экспозиции дома. Впервые за 32 года существования Московской независимой театральной премии «Хрустальная Турандот» она была вручена не просто за спектакль, за работу актера, режиссеру, за честь и достоинство. Она впервые была вручена проекту под названием «Вахтангов. Путь домой». Премия «Хрустальная Турандот» и приз, который сегодня нам привез и передал Кирилл Игоревич Крок, это является признанием значимости, важности создания проекта «Дом Вахтангова». И, конечно, для нас это очень радостный день. Всегда приятно, когда труд оценен по достоинству. И этот труд театра Вахтангова, руководителя театра Кирилла Крока и нашей команды, создававшей этот дом. Во Владикавказе отметили юбилей греческого общества «Прометей». Ему исполнилось 35 лет. Руководители общества признаются, за это время многое менялось и создавалось, но неизменными оставались дружба и единство членов «Прометея». Событие отпраздновали торжественным концертом, пригласили представителей духовенства республики. Все подробности в материале Тамилы Цоевой. 29 мая 1988-го в Орджоникидзе открылось общество «Прометей». Путь к созданию был тернистым. Первый председатель Дмитрий Левантидис объединил всех греков республики. На фоне нестабильности времен перестройки сделать это было непросто, но, как оказалось, необходимо. Люди тянулись к своим корням. Белла Пасенова стала членом «Прометея» практически с момента основания. Нам не хватало родной культуры, которая, к слову, очень похожа на осетинскую, рассказывает она. Был у нас учитель по рисованию здесь, он умер года 2-3 назад, и он очень часто находил слова именно осетинские, с корнями греческого. Вот приходил, и мы вот это вот обсуждали, рассуждали. Так что, да, есть связи, есть. Сходство помогло укрепиться. В греческой культуре основное место занимает религия. Христианство пришло в Осетию гораздо раньше, чем в Россию, и это сыграло свою роль. Большое количество святых, почитаемых в православии, были греками. Праздничный концерт, посвященный юбилею общества, прошел во Владикавказе. На сцене выступали творческие коллективы города. На мероприятии присутствовали представители духовенства республики. Греческая культура сформирована православием. Конечно, мы не говорим о эллинистическом периоде, но на самом деле греки дали миру огромное количество православных святых. И греческий язык – это богослужебный язык многих церквей, которые следуют греческой традиции. Поэтому, конечно же, это огромная культура, огромная цивилизация, от которой и мы, собственно, приняли в свое время православную веру. Поэтому мы благодарны греческому народу, греческой культуре, греческой церкви
за вот это просвещение, которого мы сподобились в те времена. В республике около 3000 греков, и в обществе состоят целыми семьями. Дети учатся национальным обрядам, танцам, песням и даже языку. Кружки проходят в здании Прометея, которому уже больше 100 лет. Культуру нужно сохранять, говорят ребята. Даже если родина далеко, мы можем передавать все знания и умения, которые потом будут знать и наши дети. А традиции очень интересные. У нас есть обряд на Рождество, мы режем греческий пирог, называется веселопита. По традиции, кому попадет монетка, то его ждет удача на весь год. Этот пирог в честь греческого Деда Мороза Айос Василиос. Концерт «Начало пути» посвящен тому времени, когда общество только начинало свой путь. Именно годы СССР так скрепили общину. Это дало шанс на возрождение греческой культуры, которым воспользовались неравнодушные патриоты. Культуру, песни, традиции, музыку того времени, потому что оно нас скрепило, оно нас скрепляло, оно дало нам силы. И тогда мы смогли создать множество национально-культурных обществ. Мы тогда все народы стали воедино, как и сегодня мы хотим и твердо стоим над этим, продолжать тот курс, который был среди всех народов. Общество объединяет и помогает людям верить в силу единства. Прометей дает ощущение близости с греческой землей. И каждый здесь знает, как важно не растерять и сохранить эти связи. Тамила Акцоева, Артур Гаглоев. Специально для программы «В итоге». Это были все новости минувшей недели. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.